Ребята, все собрались, все на месте. Ну, вы, наверное, все поняли, что сегодня у нас пробный экзамен по русскому языку. Он будет максимально приближен к настоящему экзамену. Это значит, что у нас не должно быть никаких шпаргалок, никаких телефонов. Мы все должны будем выключить свои мобильники. Этот экзамен мы проводим для того, чтобы испытать свои силы. Узнать, что мы знаем, что не знаем, какие пробелы у нас остались. В течение 9 лет вы изучили все правила русского языка, которые собраны в вашей экзаменационной работе. Я не могу сказать, что никто из вас ничего не знает. Есть то, что вы, конечно, проглядели, ну и, конечно же, большую часть программного материала вы должны знать. Поэтому не надо бояться, не надо сковывать себя. Ваш излишний страх просто станет камнем преткновения в вашей работе. Не надо быть также излишне уверенными. Если вы не будете думать и бежать вперед, вы запутаетесь. Поэтому нам необходимо собрать себя в руки, адекватно посмотреть на нашу работу, адекватно оценить все задания, настроиться и без паники приступить к работе. Давайте посмотрим на наши экзаменационные листы. Лист номер 1 – это титульный лист. Одновременно, кроме ваших личных данных, здесь дается поле для задания номер 2. Посмотрите внимательно. Там у нас здесь даны клеточки. Они предназначены для вписывания слов или же цифр. Каждая буква или каждая цифра записывается в отдельной клеточке. Между словами пробел не делаем. Если вы ошиблись, неправильно что-то написали, мы спускаемся ниже. На этом поле дано другое небольшое поле, где вы исправляете ошибки. Для того, чтобы исправить ошибку, вы выносите номер задания и рядом пишите уже свой ответ правильно. Не волнуйтесь, работайте спокойно. Изложение сегодня мы не пишем, будем его писать в другой день. Сегодня мы работаем над текстом, над заданиями к нему и пишем сочинение, то есть 15-е задание. Как мы с вами знаем, 15-е задание содержит 3 пункта. Первый пункт – сочинение рассуждения. Второй – сочинение рассуждения на лингвистическую тему. Второй пункт – это сочинение рассуждения на жизнь, наш взгляд на жизнь. Третий пункт – это свободная тема. Каждый выбирает то, что по душе. Сочинение ваше должно содержать не менее 70 слов. Пишем аккуратно, разборчивым почерком. Буквы не портим, соединения, очертания букв должны соответствовать нормам. Если будет что-то неправильно, это будет засчитываться. Переписанный текст или пересказанный за сочинение не считается. Ну, приступаем. Успехов вам, ни пуха, ни пера. Что там получилось?